Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Успехи в спорте, новые транспортные объекты и награды лучшим. Я горжусь своей республикой и благодарю народ Башкортостана за доверие. Как отмечали, один из главных праздников Башкортостана – День Республики. И чем региону действительно можно гордиться. Участие в мероприятиях делегации из Беларуси, Узбекистана и Индии говорит о доверии к Башкортостану, о ее крепком положении на международной арене. Кооперация с Таджикистаном. Главы российских регионов очень активно вовлечены в международное сотрудничество, в выстраивание горизонтальных связей с регионами других стран. Все об итогах поездки в Душанбе, где Ради Хабиров был в составе делегации Владимира Путина. Какие перспективы открываются для бизнеса и обычных жителей? Мы ожидаем до конца года визит делегации из Республики Башкортостан. В Башкортостане растет количество семейных династий в аграрной сфере. Я сегодня радуюсь, только хожу, что они подтянулись. В честь Дня сельхозработника расскажем о людях земли и о достижениях в отрасли. Агробизнес – это каждым годом интереснее. Новая техника, хорошая поддержка республики, правительства. Одно из главных событий недели – День Республики. У региона многовековая история, самобытная культура, уникальная природа и целый ряд достижений в сельском хозяйстве, промышленности, науке и искусстве. Ну а самое главное – это люди, каждый из которых на своем месте вносит вклад в развитие родного края. В честь праздника Ради Хабиров вручил больше сотни наград лучшим в профессии. Сюжет Динары Таймасхановой. Вынос государственных флагов, гимны России и Башкортостана. Так, с главных символов начиналось собрание ко Дню Республики. Один из важных праздников объединил тех, кто родился, вырос и трудился в медовом краю. Сердечно благодарю наших тружеников, рабочих, аграриев, учителей, врачей, ученых, инженеров. Всех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает успехи республики, наше общее движение вперед. А защищают родной край сейчас участники спецоперации. Порой ценой собственной жизни остаются верными присяге. Память отважных почтили минуты молчания. Ну а тем, кто продолжает воевать, важно знать – дома ждут. Республика всесторонне поддерживает бойцов. 54 меры для них и членов их семей разработаны в Башкортостане и активно реализуются. Каких героические деды и прадеды наши воины проявляют в боях стойкость, мужество и верность долгу. Сотни из них удостоены государственных наград. 14 уроженцев Башкортостана стали героями Российской Федерации. 8 из них посмертно. Недавно с болью в сердце мы проводили в последний путь одного из них, героя России, старшего лейтенанта Ильдара Суфиярова. Подвиги наших воинов навсегда вписаны в историю Отечества. И мы будем вечно хранить в сердцах имена всех тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Поздравляли республику известные люди в стране и гости из-за рубежа. Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, отныне обладатель ордена Шеймуратова. Как и сержант Марсель Ямалединов из Альшеевского района. На счету бойца больше 60 выездов на спецтехнике дистанционного минирования. А еще военный Кулибин собрал комплект антидроновой защиты, которая не раз спасала солдат. У меня двое дедушек воевали в Великой Отечественной войне. Я как бы в стороне не остался. Как началась специальная военная операция, подписал контракт в 22 году, в мае. И убыл в зону СВО, выполнять свой воинский долг. Я считаю, что каждый мужчина должен выполнять свой долг, защищать Родину. 4 премии имени Салавата Юлаева вручили за успехи в области литературы, архитектуры и искусства. Андрей Стариков удостоился награды за проект Центра спортподготовки «Дворец борьбы». Режиссер Сулпан Аскарова за театрализованную постановку «Потомки Салавата». А писатель Агиз Баймухаметов за повести, посвященные семейным отношениям. Туда включены повести, основной темой которой являются взаимоотношения между детьми и родителями.
взаимоотношения между отцом и матерью. И это произведение, сборник, она до этого увидела на многих языках в нашей стране. И в странах СНГ было издано. Художники Амир Мазитов и Джалиль Сулейманов отныне тоже лауреаты премии Салавата Юлаева. Ее удостоилась их общая выставка «Память земли. Сила Урала». Центральное место в серии из 40 картин отдано дорогому сердцу, родине. Мы надеемся, что это, конечно, наше обращение к великой башкирской духовной культуре. Все наши темы, они посвящены нашей родине, нашему Атайсалу, нашей отчизне. Мы горды, что получили это бесценное звание, потому что действительно имя Салавата, он пронизывает нашу душу. Республика – это люди. Аграрии на полях, врачи в операционных, учителя у доски. Порой любовь к одной профессии передается из поколения в поколение. Стаж трудовой династии Матвеевых более 120 лет. Все это время они проработали в Стерлитамакском троллейбусном управлении. В их копилке 91 награда. Электромонтером тяговых подстанций. Дальше стал мастером, потом главным инженером службы энергохозяйства. С женой тоже там же познакомились? Нет, с женой познакомился после армии. Я работаю 10 лет там, тоже электромонтер тяговых подстанций. Мы все начинали с рабочих должностей. Если мы достигали какие-то высот в должностях, то постепенно, переходя все ступени. Станислав Губаев, представитель сельхоздинастии. Нечасто надевает пиджак и вообще впервые на таком торжественном мероприятии. Особенный день для тракториста. Получил награду из рук главы республики за труды, дал интервью журналистам и насладился музыкой оркестра в холле. Раньше он видел его только по телевизору. Только вчера собирал урожай кукурузы. Все склады заполнил. В костюме я редко бываю, всегда в спецовке. В костюме ведь в тракторе не поработаешь. К слову, ровно 7 лет назад, в День Республики, Ради Хабиров возглавил Башкортостан. Встать у руля большого многонационального региона ему доверил президент России. А жители уже дважды на выборах поддержали это решение. Я очень счастлив, что в эти непростые годы тяжелых испытаний я был вместе со своей республикой, со своим народом. И все силы отдавал развитию родного Башкортостана. Я горжусь своей республикой и благодарю народ Башкортостана за доверие. Участие в мероприятиях, посвященном такому важному празднику для Башкортостана, гостей из федеральных ведомств, делегаций из Беларуси, Узбекистана и Индии, говорит о доверии к Башкортостану, о ее крепком положении на международной арене. Каждый на своем месте, артисты, врачи и учителя вносят свой вклад в развитие региона в тылу. Ну а бойцы вносят его, участвуя в специальной военной операции. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев. Итоги недели. Одним из главных подарков ко Дню Республики стало открытие обновленного арочного моста в Уфе. 3 года ушло на модернизацию старой переправы в створе улицы Воровского. Мостостроители практически вдохнули вторую жизнь сооружению, построенному еще в 50-е годы прошлого столетия. К слову, в этом году в регионе одновременно ремонтируют рекордное количество мостовых сооружений. В ближайшее время работы должны завершить еще на 12 объектах. Тему продолжит Руслан Бутыргареев. В Уфе открывается новый мост через реку Белую. На этих старых кадрах открытие арочного моста через реку Белая 3 ноября 1956 года. Тогда же была закрыта Оренбургская переправа, а Плашкоутный мост, который действовал с 1808 года, разобран. Расчетная проектная мощность на один автомобиль составляла всего 13 тонн. Вот за это время сегодня у нас один автомобиль может достигать веса уже 40 тонн. И удивительным образом все-таки это сооружение много лет простояло, проработало эффективно. Спустя 69 лет в створе улицы Воровского вновь торжественная атмосфера, связанная с открытием арочного моста. Движение по нему вновь запускают, но уже после капитального ремонта. С учетом коэффициентов надежности расчетная нагрузка теперь может достигать 110 тонн. Вообще, я считаю, что мы так достаточно активно поработали над расшивкой транспортных проблем на этом узлу.
Это и путепровод через Заки-Валиги, и мост Ставка, и сейчас завершение капитального ремонта арочного моста. Я думаю, что это хорошая на самом деле история. И мы сегодня говорим слова благодарности нашему правительству России, Владимиру Владимировичу Путину. Почему? Потому что вот те большие дорожные проекты, которые мы делаем, это, конечно, поддержка президента и нашего правительства. Мост перестраивался практически заново. В рамках капремонта старые пролетные строения демонтировали, построили 2 новые опоры и привели в порядок остальные. Чтобы сохранить первоначальный облик сооружения, смонтировали арочную конструкцию. С одной стороны, как и раньше, красуется памятная табличка с датой строительства, с другой указаны годы капитального ремонта сооружения. Арочные мосты вообще уникальное сооружение. И 53-56 год, когда наш же коллектив этот мост построил за 3 года. И в этом году сложность была в том, что надо было старый металл весь разобрать, опоры реконструировать, усилять, а потом на этом месте уже новым металлом сделать такую же арку. На прежнее место спустя 69 лет вернулась и скульптура «Девушка с голубем» уже в современном исполнении. Арт-объект рядом с арочным мостом воссоздавали по архивным кадрам. Спустя десятилетия они вновь поедут по арочному мосту, но уже обновленному. Право открыть движение предоставила с ретро-техники первый в колонне автомобиль ЗИМ ГАЗ-12 56 года выпуска, собственно, как и сам мост. Движение по мосту запущенное, один из важнейших транспортных узлов при въезде и выезде со столицы республики, теперь заработает полноценно. Впереди новые идеи и планы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры города и разгрузкой дорожной сети, отметил глава республики, общаясь с журналистами. В районе монумента Дружбы и подъема на Сочинской у нас там же еще развязка должна быть. Причем она с проектом у нас. Поэтому мы сейчас просто ищем, на какой источник финансирования. Мы ее тоже сделаем, и она существенно поправит ситуацию. Вот. У нас задача сейчас, понятно, завершить Пугачевку. Здесь у нас вроде так понимание по всем и срокам, и датам, и деньгам есть. Еще один не просто крупный, а даже грандиозный инфраструктурный проект, который планирует реализовать республика, южный обход со строительством вантового моста через Белую. На данный момент его стоимость порядка 64 миллиардов рублей. Заявка на финансирование в правительство России отправлена. Ради Хабиров с этим вопросом обращался и к президенту страны. Владимир Путин проект поддержал. Строятся и модернизируются не только объекты дорожной инфраструктуры столицы республики. В этом году в Башкортостане в нормативное состояние приведут 12 мостов регионального и межмуниципального значения. Один из крупнейших объектов находится на границе Кармаскалинского и Архангельского районов. Реконструкцию моста через Белую начали в ноябре прошлого года. Мост изначально он уже с 90-го года в эксплуатации. С этих пор здесь такого капитального ремонта не производилось, только косметический, там вот, замена барьерного ограждения, перильного ограждения, все такое. А мы уже капитально весь железобетонные основания все поменяли, установили новые плиты. Протяженность моста составляет 316 метров. Переправу приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». А вот мост через реку Таналык в Хайбулинском районе ремонтируют в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги». 130-метровое искусственное сооружение находится на границе с Оренбургской областью. Всего же с 2018 года на дорогах регионального и межмуниципального значения в республике отремонтировали и построили более 80 мостов. Мы понимаем, что все мосты обеспечивают связь между районами республики. Они должны быть безопасными для проезда скорой помощи, для школьных автобусов. Мы над этим работаем. В этом году в планах сдать более 600 погонных метров мостовых сооружений и ввести их в эксплуатацию. На следующий год в рамках нового национального проекта эта цифра будет составлять более 800 погонных метров автомобильных мостов. На сегодняшний день в республике ремонтные работы ведутся на 31 мосту. Среди крупнейших объектов переправа через реку Белая в Дюртюлях и мост через Ик на границе с Татарстаном в городе Октябрьском. Его, кстати, должны ввести в эксплуатацию не в 2026, как было запланировано ранее, а уже в этом году. Руслан Таргареев, Роберт Давлетбердин и Артур Хуснутдинов. Итоги недели.
Много говорили и о достижениях республики в спорте и предстоящих планах. Ключевые направления развития отрасли – подготовка к проведению первой зимней спартакиады стран СНГ среди детей с УВЗ, поддержка атлетов и тренеров. Все это обсудили на Совете по вопросам развития физической культуры и спорта при главе Башкортостана. Во Дворце борьбы собрались федеральные чиновники, члены иностранных делегаций Индии, Узбекистана и Афганистана, олимпийские чемпионы, наставники, функционеры. А еще в Уфе дали старт строительству центра настольного тенниса и провели первый турнир по падл-спорту. О ключевых событиях, вписанных в спортивную историю республики, в следующем сюжете. Заседание Совета по вопросам развития спорта при главе республики – это крупнейший форум, который ежегодно объединяет руководителей министерств и ведомств, ведущих спортсменов и тренеров России. Благодаря поддержке Министерства спорта России мы активно развиваем нашу спортивную отрасль. За 5 лет ввели более 1400 спортивных сооружений. Все наши объекты высоко востребованы и уже дают реальную отдачу. Мы успешно реализуем федеральный проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». В его рамках мы уже построили 3 объекта с использованием механизмов ГЧП. Еще столько же мы сдадим в следующем году, и это крупные строительные объекты. Республика по праву считается одним из флагманов развития спорта в стране. В разные годы более 70 представителей Башкортостана становились победителями Олимпийских, Паралимпийских и Сурдоолимпийских игр. Накануне Алсу Миназова завоевала серебро на международных соревнованиях по гребному слалому, а на чемпионатах мира по плаванию в Сингапуре и легкоатлетике в Нью-Дели наши паралимпийцы заработали 8 наград разного достоинства. Республика по праву входит в число ведущих спортивных регионов страны. Регион обладает развитой материально-технической базой, подготовленными кадрами, значительным опытом проведения крупных спортивных соревнований и форумов. В 2024-м в Уфе прошел форум «Россия. Спортивная держава» с участием президента страны Владимиром Путиным. Позже здесь провели всероссийский форум за самбо. В сентябре во время визита главы региона в Москву Михаил Дегтярев высоко оценил работу руководства региона в направлении развития физической культуры и спорта, а вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что в Башкортостане люди активнее стали вести здоровый образ жизни. Видим, как из года в год набирает темпы, динамику развития спорта в республике под руководством Радия Фаритовича Хабирова. И каждый год открываются новые центры, каждый год открываются новые сельские муниципальные центры, региональные центры подготовки. Сборные команды сюда приезжают. Дети, подрастающее поколение смотрят на олимпийских чемпионов, на чемпионов, которые рядом с ними тренируются. И, конечно, мечтают быть похожими на них. Создана система, эта система работает, выдает на гора результат. Еще одно важное направление работы – вовлечение в спорт ветеранов специальной военной операции. В регионе наработан огромный опыт подготовки атлетов с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день сформирована команда СВО из ветеранов и военнослужащих из республики по 10 спортивным дисциплинам. Мы сейчас ищем те подходы и методы, которые позволяют активно вовлекать ветеранов в занятия спортом. И здесь я могу сказать, что есть определенные успехи, и Республика Башкортостан здесь является, безусловно, одним из флагманов. Ввиду того, что здесь есть традиции, есть инфраструктура, есть спортсмены, которые достойно представляли страну на самых разных спортивных соревнованиях. Дворец борьбы, центр фехтования в Затоне и центр гребного слалома в Инорсе стали новыми площадками для проведения соревнований международного уровня. Распахнули свои двери и уже готовят будущих чемпионов в Ледовом дворце Сапсан-Арена в Кумертау, комплексе амфибия в Нефтекамске, в Фоке в Благовещенске, Ледовом дворце в Октябрьском. В Башкортостане действует программа поддержки тренеров, возводятся новые объекты, улучшается инфраструктура. Во время работы Совета в онлайн-режиме состоялось открытие сразу 12 площадок ГТО в муниципальных образованиях республики, а также площадки «Здоровое Отечество» на набережной реки Белой в Уфе. В регионе действует системный подход от развития детско-юношеского и массового спорта до спорта высших достижений. Огромная работа, колоссальная работа, в том числе и вложения, энтузиазм и труд огромного количества людей для того, чтобы создать условия для учителя, воспитателя, для тренеров. И такие условия в республике продолжают создавать. В Уфе дали старт строительству центра настольного тенниса. Загрузить вовнутрь, и откроем мы эту капсулу только лишь через 25 лет.
Капсулу времени как символ эстафеты побед и свершений предков заложили глава Башкортостана Ради Хабиров и заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков. У меня душа радуется, когда я вижу ребят, девочек, мальчиков, которые хотят заниматься спортом. Мы будем очень стараться, чтобы у вас была возможность заниматься всеми видами спорта. У нас в планах еще строительство и центра большого тенниса, и прогресса бокса. Мы будем строить и строить. Главное, чтобы вы приходили на спортивные залы, бойцовские ковры, футбольные поля, теннисные стадионы и занимались спортом. Новый объект возведут недалеко от Центра спортивной подготовки имени Риммы Баталовой в Затоне на площади свыше 2000 квадратных метров. Во время торжественной церемонии было подписано официальное соглашение о сотрудничестве. Александр Бабаков, в свою очередь, выразил признательность руководству Башкортостана за поддержку в реализации совместных инициатив. Это наш совместный проект. Я вижу по количеству молодежи, что явно здесь будет очень много желающих не только достичь олимпийских высот, но даже просто посвятить свою жизнь такому прекрасному виду спорта, как настольный теннис. Теннис и его разновидности пользуются популярностью в нашей республике. И сразу еще одно знаковое событие. Глава Башкортостана Ради Хабиров и первый заместитель министра спорта России Адес Байсултанов открыли первый профессиональный турнир по паделу. Внимание! Поехали! Это динамичная командная игра 2 на 2 на контактной площадке, окруженной стеклом. Падел объединил в себе большой настольный теннис и сквош. Для развития этого спорта в нашем регионе в специализированном центре заработали 5 крытых кортов. Абсолютно убежден, что этот вид спорта будет динамично развиваться в Башкортостане, что у нас мощнейшая школа ракеточных видов спорта, у нас сильные традиции спорта в целом. Из Башкортостана вышли огромное количество титулованных спортсменов. Сделать спорт более доступным и массовым – задача, поставленная президентом страны, достигается республикой планомерно. Развитие инфраструктуры, полноценный тренировочный процесс и проведение соревнований международного уровня. В декабре в Уфе пройдет первая зимняя спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже известно, что мероприятия посетят более 1500 участников. Так Башкортостан продолжает оставаться ключевой точкой на спортивной карте России. Юлия Паршина, Алия Альтубаева, Руслан Батыргареев, Владислав Минязев, Булат Садриев и Руслан Галямов. Итоги недели. Башкортостан получил мощный импульс для внешнеэкономического развития как промышленного, так и туристического. Ради Хабиров подписал соглашение о создании российско-таджикистанского индустриального парка. Это произошло в рамках государственного визита президента Владимира Путина в Душанбе. Глава Башкортостана стал единственным региональным руководителем, который наряду с федеральными министрами вошел в состав официальной делегации. Эксперты связывают это со значительным повышением статуса республики и укреплением ее позиций на внешнеэкономической арене. О новых возможностях для бизнеса и жителей республики расскажем в следующем сюжете. Ключевое событие. Глава Башкортостана подписывает соглашение о создании российско-таджикистанского индустриального парка. И это в присутствии президентов двух стран – Владимира Путина и Эмомали Рахмона, на глазах которых Ради Хабиров обменялся экземплярами соглашения с председателем Госкомитета по инвестициям Таджикистана Султоном Рахимзадой. Приглашаются для обмена инвестиционным соглашением между правительством Республики Таджикистан, государственного гуманитарного предприятия Корголхимошиназози и управлением международными проектами правительством Республики Башкортостан. Это не просто рабочая поездка, а государственный визит президента России, что придает событию высочайший уровень. Тот факт, что Башкортостан был представлен и активно участвовал в таком ключевом международном мероприятии, мощный сигнал и признание. Это демонстрирует, что республика рассматривается федеральным центром как серьезный и надежный субъект, способный эффективно работать на внешнеполитическом и внешнеэкономическом треках. Все-таки нельзя на месте стоять, надо искать новых партнеров. Тем более Таджикистан очень активно приглашает сотрудничество. Таджикистан очень активно предлагает самые различные форматы сотрудничества. Видите, мы, в принципе, уже достаточно большое количество времени готовили эту всю историю с индустриальным парком, но нам его предложили создать, нам предложили, соответственно, принять в этом участие, и мы, конечно, это будем делать. Будущий парк расположен на территории более 9 гектаров. Башкирской корпорации развития за счет федерального бюджета предстоит в 2 этапа реконструировать и модернизировать производственные корпуса.
Еще одна задача – привлечь в индустриальный парк резидентов. Ряд предприятий республики уже заинтересованы в этом. Благоприятную среду для сотрудничества создает высокая динамика роста таджикской экономики. Таджикистан просто поражает своей динамикой развития, на самом деле. У них ВВП каждый год растет от 8 до 10%. Это очень серьезные показатели. Я полагаю, что здесь мы тоже найдем какие-то точки роста. Ну и, как всегда, это торгово-экономическое, культурное, гуманитарное сотрудничество и так далее. Туристическое. Я встречался с представителями туризма. А здесь я точно говорю, что есть посмотреть. И очень безопасный регион. Все-таки мы помним Таджикистан, 90-е годы он был не самым безопасным регионом. Поэтому есть чем заниматься. Просто это надо делать всегда последовательно и ответственно. Я думаю, что у нас получится. Таджикистан – самое маленькое государство в Средней Азии. При этом регион богат месторождениями драгоценных камней. Здесь, например, крупнейшие залежи серебра. А еще Таджикистан – уникальное место с точки зрения географии. 93% территории занимают горы. Это открывает большой потенциал для туризма. Мы ожидаем до конца года визит делегации из Республики Башкортостан во главе с руководителем в сфере туризма Башкортостана. Важно отметить, что инициатива создания совместного индустриального парка исходила от таджикской стороны, что говорит о высоком доверии и заинтересованности в Башкортостане именно как в партнере. Проект долгосрочный и стратегический, который может стать платформой для вывода башкирских предприятий на перспективный рынок и создания совместных производств. Для республики это новая экономическая возможность, это торгово-экономический партнер, который позволит решить несколько, мне кажется, экономических задач. Таджикистан заинтересован в том, чтобы развивать транспортно-логистические возможности своего государства. Башкирия, как субъект Российской Федерации, рассматривает прежде всего инвестиционные возможности Душанбе. По мнению политологов, личная ответственность главы Башкортостана за создание российско-таджикистанского индустриального парка – это не только серьезный вызов, но и демонстрация способности Радия Хабирова выстраивать многоуровневое партнерство. И это повышает его имидж как эффективного управленца. Тем самым глава республики остается одним из ключевых губернаторов, отвечающих за контакты со странами Центральной Азии. Сегодня это один из трендов. То, что главы российских регионов очень активно вовлечены в международное сотрудничество, в выстраивание горизонтальных связей с регионами других стран. Тот факт, что Радий Фаритович Владимир Путин взял с собой в свою трехдневную поездку в Таджикистан, показывает большую роль Башкирии, Башкортостана в этих процессах. Ну и, на мой взгляд, очень круто, что по состоянию на сегодня у Башкортостана есть 8 своих экономических представительств в разных странах зарубежья. По данным таможенной службы, Башкортостан уверенно демонстрирует рост показателей импорта и экспорта со странами СНГ. Причем в общей доле на выгрузку башкирской продукции приходится почти 80%. Растет товарооборот с Содружеством БРИКС. Здесь на экспорт уходит 66%. Причем успешно дела идут не только с Китаем. За последние 2 года в разы выросли поставки в Бразилию, Индию и Южную Африку. Полагаю, что подобного рода деятельность она носит не только региональный характер, она носит федеральный характер, что делает республику важным элементом государственной политики. И здесь совершенно очевидно, что те возможности, которые предоставляются Республикой Башкортостан в распоряжении, в том числе федерального центра, они играют очень серьезную роль, повышая статус самого региона в составе Российской Федерации. Визит в Таджикистан – осознанный и стратегический шаг руководства республики по диверсификации внешнеэкономических связей. Для имиджа Башкортостана это важнейший прецедент, открывающий двери для участия в других масштабных международных проектах. Очень хорошие итоги визита. То, что хотели, мы добились. Мы же сознательно шли на это. Соглашение подписано. Важно, подчеркиваю, что мы это делаем в рамках официального государственного визита президента в Таджикистан, что немаловажно. Поэтому я думаю, что здесь хорошая история. И она будет иметь свое продолжение. Таджикистанский кейс говорит о том, что республика начинает позиционировать себя как центр трансфера технологий, поскольку именно корпорация развития Башкортостана готовила проект индустриального парка. И она же будет отвечать за поиск резидентов. Артур Шамсудинов, Азат Садреев, Ильшат Казакулов и Марат Юнусов. Итоги недели. Душанбе, Таджикистан.
Труженики полей. Каждое второе воскресенье октября в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На сегодняшний день в сфере АПК задействовано почти 6,5 миллиона человек. И, как отметил президент Владимир Путин, они производят практически любые необходимые продукты питания, обеспечивая продовольственную безопасность страны. А Россия находится в топе лидеров сельскохозяйственного производства. Свой вклад в рекордный урожай вносят и аграрии Башкортостана. В преддверии профессионального праздника с ними встретился мой коллега Азат Садриев. Сухая и холодная осень – идеальная погода для сбора подсолнечника. Об этом Рустам Мухтасимов узнал пару десятилетий назад, когда еще мальчишкой выезжал на поля вместе со своим отцом. Работа на родной земле настолько запала в душу будущему фермеру, что после армии он вернулся домой и решил продолжить аграрную династию. Ставку сделал на современную технику. В 23 году с делегацией из Башкирии ездили в Белоруссию на комбайновый завод «Гомсельмаш». Там много чего увидел, тоже понравилось. Вот с ними вот в этом году у них в Уфе дилер есть «Агросила». У них вот приобрел жатку для уборки специально на 1,5 миллиона вот, для уборки подсолнечника. Тоже вот очень понравилось мне. А за счет льготного кредитования закупил новые комбайны российского производства. Высокая производительность и минимальная потеря урожая вывели хозяйство на рекордные показатели. Не подвела и ставка на качественные семена и удобрения. 700 гектаров полей хозяйства засеяны гибридами подсолнечника. Несмотря на то, что шляпка здесь небольшая, семечек внутри очень много и они тяжелые. Соответственно, масличность здесь тоже выше, чем в больших, но полупустых семенах. Всего же в хозяйстве почти 2500 гектаров пашни. Выращивают не только масличные, но и зерновые культуры. Своими кормами обеспечивают поголовье КРС. Залог успеха кроется не только в современном подходе к сельскому хозяйству, говорят сельчане. 40-летний опыт главы семейной династии тоже до сих пор востребован. Я сегодня радуюсь, только хожу, что они подтянулись. Новую технику новую купили. Все обновили. Идет работа. Я рад. К счастью, последние годы вот эта семейная династия, они продолжаются и каждым годом увеличиваются. Потому что агробизнес это каждым годом интереснее. Новая техника, хорошая поддержка республики, правительства. Поэтому многие ребята возвращаются в село, заменяют своих отцов и активно входит в аграрии. Горячая пора и на крупных агропредприятиях. Одна за другой груженные семенами подсолнечника фуры заезжают на территорию Чешминского маслоэкстракционного завода. С каждой машины обязательно берется проба. Приемку свежего урожая здесь начали 15 сентября. На сегодня заготовлено более 30 тысяч тонн семян. Примерно столько же завезли рапса. Из этой культуры здесь также получают масло, которое идет на экспорт. Рапсовое масло востребовано только в Китайской Народной Республике. У нас в России нет культуры потребления этого замечательного продукта. Шрот рапсовый, да, наши клиенты с удовольствием берут для кормления сельхозживотных. Урожай из золотых медалей собрали аграрии Башкортостана на 27-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла в Москве. Свою продукцию посетителям стенда республики представили компания «Таврос» с системой цифровизации процессов на свинокомплексе. Ключевым стало пленарное заседание, посвященное повышению производительности АПК с помощью цифровизации. Мы обсуждаем тему снижения себестоимости нашей продукции, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. Ищем варианты для кооперации между субъектами, между компаниями. Также идет обсуждение о будущем 2026 году, о сезоне, каким образом мы будем готовиться на весенние полевые работы. Это выделение краткосрочных и долгосрочных лимитов льготных. Ну и, конечно, обсуждение о продаже на экспорт той продукции, которая производится в том числе в Республике Башкортостан. С профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил глава Башкортостана Ради Хабиров. Республика по праву является одним из ведущих аграрных регионов России. Среди достижений первое место в стране по производству кумыса и товарного меда,
второе по производству говядины, поголовью коров и лошадей, третье по производству молока и поголовью крупного рогатого скота. Несмотря на непростые погодные условия, в республике успешно завершается уборочная кампания. Собрали уже около 3 миллионов 800 тысяч тонн зерна. Ожидается рекордный урожай масличных культур и сахарной свеклы. Без аграрии невозможно, потому что это основное производство, наверное, на чем люди живут. Без хлеба невозможно жить. Это без мяса, без хлеба, без молока. Это то, что требуется в первую очередь. Я так думаю. И с этим трудно не согласиться. Азат Садреев, Шамиль Каримов. Итоги недели. На неделе в Башкортостане открыли около 20 ФАПов. Каждый третий таким образом уже обновлен. Сделать медицинскую помощь для жителей отдаленных населенных пунктов качественной, доступной и выявлять опасные заболевания на ранней стадии. Такие цели ставят перед собой власти Башкортостана. Эффективность, например, показали поезда здоровья, которые курсируют с 2019 года. Благодаря акции в этом году медики выявили у сельчан свыше 400 подозрений на опасные заболевания. О том, как республика развивается в этой сфере, расскажет Анна Морозова. У вас планируется операция, да? С утра надо будет уже не кушать, не пить. Давящая боль в области груди. Именно с такой жалобой Рамила Гайнуллина обратилась к кардиологу, когда в их населенный пункт прибыл поезд здоровья. Ранее женщина уже переносила инфаркт, а потому точно знала, что тянуть не стоит. 12 лет назад поставили стенд. Тоже сюда приезжала, оттуда отправляли, но через год только я сюда попала. А тут я через 2 месяца уже попала сюда. Там врачи помогли мне быстро собрать все анализы. Все сдала, приехала сюда. И на 3-й день мне уже коронографию сделали. Рентгенологическое исследование показало, что у Рамилы Гайнуллиной многососудистое поражение сердца, и ей необходимо коронарное шунтирование. Эта операция не только избавит женщину от боли, но и спасет ей жизнь. Пациентка сможет избежать развития повторного инфаркта миокарда, в результате которого у нее бы развивалась сердечная недостаточность, и вести длительную полноценную жизнь. Врачи неустанно напоминают, чтобы жизнь была по-настоящему полноценной, очень важно следить за здоровьем и своевременно проходить медосмотры. Но у жителей сельской местности с этим могут возникнуть проблемы. Добираться до больших поликлиник сельчанам не всегда удобно, а в старых местных ФАПах для оказания медпомощи просто нет необходимого оборудования. Зачастую здесь отсутствует даже отопление и водоснабжение. Чтобы решить эту проблему, в Башкортостане с каждым годом открывают все больше современных и оснащенных всем необходимым медпунктов. Так, за последние 5 лет в республике обновили более 600 ФАПов. В селе Дюсяново Бишбулякского района новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в 2023 году. Причем настоящим подарком это стало не только для местных жителей, но и для фельдшера. Ведь работать в таких современных условиях – одно удовольствие, а трудиться приходится немало. Мы проводим первый этап диспансеризации, делаем забор анализов крови, делаем ЭКГ, потом через кардиограф отправляем в Бишбуляк. Затем профосмотры делаем, ведем прием больных, прием детей, прием беременных женщин. В этом году особенно много фельдшерско-акушерских пунктов распахнули свои двери для пациентов в преддверии Дня Республики. Так, новый ФАП открыли в деревне Урындай Глинского района. Населенный пункт находится в 55 километрах от центральной больницы. Преодолеть такой путь довольно непросто, особенно для пенсионеров. Теперь ездить далеко не придется. ФАП будет обслуживать порядка 300 жителей 3 населенных пунктов, 51 из которых дети. ФАПы возводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году у нас уже это 4-й по счету фельдшерско-акушерский пункт. А этот ФАП в селе Рапатово Чекмагушевского района в режиме онлайн открывал сам Ради Хабиров. Торжественная церемония прошла в рамках оперативного совещания в правительстве. Модульные комплексы в тот день появились также в населенных пунктах Иглинского, Кушнаренковского, Нуримановского, Салаватского, Аскинского, Гафурийского и Калтасинского районов. Ради Хабиров оценил высокий труд фельдшеров и отметил достижения развития сельской медицины в республике. У нас должны быть минуты какой-то, мне кажется, гордости за нашу работу. Вот это вот можете сегодня эту минуту себе позволить. Но потом я все равно обрушусь с критикой, но вот минуту можете позволить.
Каждый третий ФАП, по сути, мы сделали. Ну, это у нас их 2000 там, с копейками. Вот мы 600 с лишним сделали. На сегодня по числу фельдшерско-акушерских пунктов Башкортостан лидер в России. И останавливаться на достигнутом власти не собираются. Наш проект «Цифровой ФАП», который признан одним из лучших в Российской Федерации, он, конечно, как раз об этом. То есть, не выходя из села, не выезжая в райцентр, человек должен получить максимальное количество доступных услуг на фельдшерско-акушерском пункте. Это выписка листка временной трудоспособности, это ЭКГ с прочтением данных в кардиоцентре, это выписка рецепта, это направление на анализы, телеконсультация, это лабораторное исследование, много-много другое. Поэтому с каждым днем мы перечень расширяем и сделали специальный стандарт работы фельдшерско-акушерского пункта, который как раз структурирует все возможности наших современных ФАПов. Планируется, что до 2030 года в регионе заменят все арендованные и приспособленные помещения на модульные современные конструкции. А значит, качество оказания медицинской помощи в сельской местности станет еще лучше. Анна Морозова, Азат Садриев, Ильшат Давлетбердин и Шамиль Каримов. Итоги недели. В Башкортостане впервые официально отпраздновали День Курая. Он проходит накануне Дня Республики 10 октября. Эта дата была учреждена ровно год назад согласно указу главы республики. Тогда же в регионе по поручению Ради Хабирова создали госансамбль кураистов. В честь знаковой даты Ради Хабиров встретился с артистами и посетил сольный концерт, который состоялся в ГКЗ «Башкортостан». Творческий коллектив представил программу, состоящую на 80% из новых композиций. В контексте подготовки музыкальный руководитель Мурат Джинизаков создал новые обработки башкирских народных песен и мелодий. Задача творческого коллектива – познакомить с музыкальными традициями и культурой башкирского народа людей по всему миру, сохранить искусство и традиции игры на курае, стиль исполнения башкирских народных песен. В последние годы курай очень вырос. Ребята собрались в ансамбль, госансамбль кураистов. Такой творческий подъем. Объездили почти всю республику. Сейчас 4 ноября собираемся в Екатеринбург. В День Республики Уфе передали новую партию троллейбусов, а также провели посвящение школьников шеймуратовских классов. Ну а в районах к тому же отметили юбилей муниципалитетов. Обо всем подробнее в следующем обзоре. Ради Хабиров передал Уфе 10 новых троллейбусов марки «Горожанин». Технику, произведенную в башкирской столице, совместно с Минским автозаводом, закупили в рамках программы по развитию городского электротранспорта. Новый подвижной состав выйдет на самые востребованные у жителей маршруты в северной и южной частях города. Еще 5 таких машин планируют передать до конца 2025 года. Чуть ранее городу поставили и дополнительные единицы московских трамваев. Если прежде они ходили только по маршруту номер 5 до телецентра, то теперь география поездок затронет и Зеленую рощу. Торжественной обстановке в Уфе посвятили в Шеймуратовце около 600 школьников. Ученики специальных классов стали своеобразной элитой. Мероприятие прошло на Советской площади. Нынешний год для шеймуратовских классов юбилейный. Они появились в республике 5 лет назад. На сегодня их уже почти 300. Ради Хабиров поздравил школьников и пожелал им быть достойными подвигов великих предков. В День Республики многие районы Башкортостана отметили и 95-летие. В честь круглой даты в Хайбулинском районе открыли памятник героям СВО, а также присвоили звание почетного гражданина. В Угарчинском районе жителям райцентра сделали подарок, открыв детскую спортивную площадку. Рекорды теперь не мечта, а реальность и для жителей деревни Байрак в Стрельтамакском районе. Там открылась специализированная площадка ГТО. Похожая появилась и у жителей Зианчуринского района. Ее в онлайн-режиме открывал глава республики. Накануне праздника Ради Хабиров встретился с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым. Как отметил федеральный чиновник, Башкортостан демонстрирует системный подход к развитию молодежной политики и является одним из лидеров в этой сфере. Также стороны обсудили подготовку заявки Башкортостана на участие во всероссийском конкурсе «Регион для молодых». В рамках мероприятия в республике планируют провести реновацию ряда социальных объектов. «12 медалей завоевали башкирские борцы на поясах на Кубке мира в Новочебоксарске. В составе сборной России выступили 13 представителей нашей республики.
Всего около 200 спортсменов из 26 стран. Победители определялись в вольном и классическом стилях. Золото у Алины Пуховой, Дениса Ускамбаева, Артура Зулькарнаева и Турала Азимова. 6 серебряных наград в активе башкирских атлетов и по бронзе у братьев Баляновых. Впереди у спортсменов подготовку к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Эмиратах. Это были итоги недели. Спасибо за внимание. Следите за новостями и оставайтесь на телеканале БСТ. Будьте в курсе всего важного. До свидания.